Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. В Год матери в Якутии выйдет документальный фильм о женском алкоголизме. В основе фильма реальные истории бывших пациентов якутской наркологии, которые сумели побороть этот социальный недуг. О причинах женского алкоголизма, о способах лечения расскажет гостья студии Анна Заровняева, клинический психолог отделения реабилитации Якутского республиканского наркологического диспансера. Анна Андреевна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, почему же принято разделять алкоголизм на женский и мужской, и почему считается, что все же с женским алкоголизмом бороться сложнее? Гендерные отличия в действительности имеются, потому что женщины, ну как мы созданы, да, мы очень хрупкие, да, женственные. Наша задача состоит в заботливости, да, что мы должны сохранять мир и покой в наших семьях, да, мы слабее, чем мужчины, и наш организм, так природа нас заложила, что мы совершенно по-другому реагируем на те или иные стрессовые ситуации. То есть здесь более как бы анатомическая, физиологическая, да, предпосылка, и психические тоже у нас различия есть именно с мужчинами. Почему женщина быстрее начинает уходить в употребление? Как правило, это скрытость. Да? Женщины скрывают то, что они употребляют. Да? Если говорить о мужчине, на следующий день после употребляемого дня, то он выглядит, ну, немножко так, ну, как бы оделся, пошел на работу. Да? Женщина же может скрыть чем? Макияжем, да, духами там. Ну и просто говорить о том, что просто я сегодня не так себя чувствую, или как бы вот так вот, да. Потом, почему женщина быстрее уходит? Неспособность справляться с жизненными ситуациями, да, то есть отсутствие опоры, может быть, да, отсутствие надежды на что-либо, либо если она одна, то, конечно, тут еще и вдвойне тяжелее, если есть еще и дети. Это как раз те самые причины, которые могут привести к алкоголизму. Да, неспособность справляться с какими-либо проблемными ситуациями. Скажите, а сколько стадий имеет вот такое нехорошее заболевание? И на какой из стадий пациентка становится пациенткой наркологического диспансера? Ну, всего считается, что этих стадий 3. Начальная стадия, когда вроде бы женщина не замечает, да, что она начинает входить в употребление. То есть это еженедельные употребления, когда собираются компаниями, ну и говорят, что пятница, как бы нужно отдохнуть, снять напряжение, либо со сном что-то не так, и женщина может там чуть ли не каждый день понемножку употреблять, да. Вот этот переход из одной стадии в другую стадию, он мало заметен. Вторая стадия – это когда уже женщина теряет интерес к своей работе, теряет интерес к семье, к детям, к своей внешности, может уходить в запой, на следующий день похмеляться, да, и употребление уже не раз в неделю, а, допустим, 3 раза в неделю, да. Третья стадия – это стадия деградации, тогда, когда уже человек полностью отключается от всего мира, и его волнует только вот алкогольная среда, употребление и как найти средства на, собственно, это употребление. Но вот психологи часто говорят, что пагубные привычки – это момент выражения аутоагрессии. Да, мы говорим о том, что это заболевание чаще выражение того, что я себя не люблю, я разрушаю себя, да, то есть то есть направленная на себя агрессия, да, разрушение. Какие цифры у нас сейчас в регионе, вот, связанные с алкоголизмом? Ну, точные цифры я не могу сказать, но могу сказать, что это беда чуть ли не каждой второй, третьей семьи. Я работаю в республиканском наркологическом диспансере в отделении реабилитации, и статистика у нас за последние 3 года, прошедших нашу реабилитацию, 361 человек. Из них большая половина – это женщины. И женщины у нас, как правило, поступают по направлению
отдела опеки, да, когда они уже идут на лишение или ограничение родительских прав. Вот сейчас, на сегодняшний день в нашем отделении на 38 коек, чуть ли не, большая половина — это женщины. И почти они все по КДН поступившие. Анна Андреевна, вот вы сказали, что одна из стадий, в частности, третья стадия алкоголизма — это деградация, но бывают такие случаи, когда и человек сам понимает, что в силах справиться. Куда в первую очередь могут обратиться женщины, которые подозревают у себя такой недуг? И если самостоятельно справиться не в силах, что делать в этом случае? Здесь необходима именно специализированная помощь. Специализированная — это значит помощь именно врача-нарколога и психолога, который работает с таким видом зависимости, да, с аддиктологом. У нас в наркологическом диспансере работают и наркологи, и психологи. Мы находимся на Автодорожной 38, и в будние дни, пожалуйста, мы всегда можем принять, да, то есть либо в поликлинику можно обратиться, да, можно анонимно также туда обратиться, да. Обратиться нужно тогда, когда уже человек начинает понимать, что он зависим, да, что появляется какое-то желание именно употребить. То есть даже идет поиск, да, финансов, чтобы купить вот это средство. Да. Обратиться нужно тогда, когда родственники замечают изменения в поведении человека, да, в частности женщины, что она стала более скрытна, да, не общается ни с кем, закрывается все время дома, да, когда она пропускает рабочие дни на работе, да, когда внешние какие-то изменения с ней происходят. Скажите, а вот есть такое выражение «культура питья». Вообще оно употребимо в обычной жизни или это что-то вроде отговорки у тех, кто действительно страдает такой пагубной привычкой? Это может быть и отговоркой тех, кто в употреблении, да, тех, кто зависим. Но культура питья — это когда человек может себя контролировать, да, то есть количество выпитого, и может себя остановить, сказать, что мне достаточно, все, спасибо. Да? Вот это вот можно назвать такой культурой, и когда это происходит не так часто, да, как у тех, кто уже в зависимости. Ну вот у нас свои особые северные условия. Отличается ли женский алкоголизм в Якутии от алкоголизма где-нибудь южнее, в Краснодарском крае, например? Да, северный алкоголизм, как бы, я думаю, особого отличия в этой болезни нету, потому что это одинаково названо, да, одинаковое течение этой болезни от первой до последней стадии. Такого отличия нету, разве что женщина может очень быстро спиться, да, буквально хватит 3-5 лет, чтобы перейти от начальной до последней стадии. Обычно бывает, когда разделяют стадии алкогольного опьянения, кто-то говорит легкое, среднее, тяжелое, а кто-то говорит принял 100 грамм алкоголя содержащего продукта, и неважно, какая стадия, уже есть алкогольное опьянение. Но мы с вами понимаем, что еще и внутренние процессы в организме происходят. Что происходит в этом случае? В употреблении, конечно же, меняется сознание, да? Человек уже перестает постепенно контролировать свое поведение, свои эмоции, да? Если мы раньше знали человека, такого сдержанного, да, добродушного, то, употребив какое-то количество алкоголя, он раскрепощается и становится совершенно другим, да? От количества употребленного алкоголя меняется настроение, да, если оно было каким-то угрюмым, тут оно становится
совершенно другим, либо наоборот, может быть. Конечно, идет на физиологическом уровне тоже изменения. Ну, врачи наши могут больше об этом сказать, да. Нервные клетки, да, у нас погибают, страдают внутренние органы, да, ну и вообще образ человека меняется не в лучшую сторону. Но нервные клетки начинают же отмирать еще и в случае резкого отнятия алкоголя, так называемый синдром отмены, когда человек, который пытается отказаться от привычки, ему становится гораздо хуже. Да, это так, потому что организм, он настолько привыкает, что он требует, тело требует, ну и мозг, да, требует принятия какого-то количества алкоголя. Какая профилактическая работа проводится в этом случае? Ну, наши специалисты, это врачи, наркологи, психологи, мы, да, мы еженедельно, ежемесячно, ежегодно проводим различные лекции в школах, да, в среднеспециальных учреждениях, в высших, ну, в вузах. Ну, выездные у нас еще есть профилактические работы, то есть по улусам мы ездим, да. Участвуем также в рейдах, да, с органами опеки, там, с полицией выезжаем, да, в семьи, которые находятся в социально опасных положениях. Потом в различных городских мероприятиях по профилактике. Ну, вот такая есть у нас страница на сайте. Сайт ЯРНД тоже можно найти в интернете. У нас есть телеграм-канал тоже, ну, в котором мы пишем статьи, отмечаем наши вот события, да, которые мы проводим. О способах лечения тоже написано на сайте. Можете их напомнить, пожалуйста? Да, на сайте можно найти много информации, если человек заинтересован. Да. Ну, в первую очередь, конечно, оказывается медицинская помощь нашими врачами, да, то есть медикаментозная для снятия вот этой интоксикации. Да. Затем приступаем к работе уже мы, психологи. Психологи у нас работают, ну, как я сказала, в поликлинике, да, в стационаре и в реабилитации. Благодарю вас, Анна Андреевна, за содержательную беседу. Возможно, после просмотра нашего с вами интервью многие сделают для себя необходимые выводы. Спасибо. Ну а я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя. До встречи.